По состоянию на 14 января этого года впервые подтвержденных 5 случаев новой инфекции. В настоящее время продолжает лечение 59 пациентов, из них на амбулаторном лечении 45, в том числе 7 детей. Это в городе Нюрба 46, в Антоновке 7, Дикимде 3, в Акане, Кюндяде, Малыкае по одному случаю. На стационарном лечении в данное время находятся 14 пациентов в здании акционерной компании «Алроса». С 1 января по 14 января этого года отобрано 78 проф. В данное время получено отрицательных 28, положительных 1, и в работе находится 49 проф. 14 января поступила первая партия вакцины против инфекции для вакцинации 285 человек. Вакцинация будет проведена в 2 этапа. Вакцинация первого компонента будет 15-16 января, вакцинация второго компонента через 21 день. В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, работники Роспотребнадзора, а также работники ДП. В первом квартале этого года запланирована поставка 1600 доз вакцины. Показания вакцинации: возраст старше 18 лет. Есть противопоказания: это беременность, некоторые хронические заболевания. Вакцинация производится только после осмотра врача. Население старше 65 лет могут получить вакцину. На днях в город Нюрба доставлен анализатор ПЦР. Сейчас идет работа над получением эпид-заключения и лицензий. В сфере образования я ознакомлю. Форма очного обучения для обучающихся с 1 по 5 и 9 и 11 классов. Они перешли с 11 по 17 января этого года. Это все школы города Нюрба и Антоновка. Все остальные школы перешли на полное очное обучение с 11 по 17 января. Дистанционное обучение для 6, 7, 8 и 10 классов с 11 января по 17 января этого года. Это все школы города Нюрба и Антоновская средняя школа. Детские сады работают в обычном режиме. Детский сад Бигик полностью откроется со следующей недели. До Нового года был выявлен 1 случай, поэтому в целях профилактики пока работает дежурная группа. Во всех школах проводится ежедневный мониторинг заболеваний обучающихся. Также по графику производится обработка сухих туманов.